Доброе утро, наши дорогие телезрители. В эфире программа «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 НВК Саха. Мы желаем вам бодрого, отличного утра и начала рабочего дня. В студии Руслан Ачиров, и сегодня мы с вами затронем такие темы, как кибербезопасность, узнаем, как уберечь себя от мошенников, также разыграем билеты в кино, все это будет проходить также у нас в телеграм-канале, вы можете, пока есть время, подписаться на него, и там будет продублирован наш вопрос, и самый первый правильно ответивший участник у нас получит 2 билета в кино. Также сегодня празднуется День хомуса. Об этом замечательном инструменте мы поговорим с нашими гостями в студии. А также узнаем, на какое кино можно будет сходить в эти выходные в нашей рубрике «Киноафиша». И также пообщаемся про бриллиантовый бал, который состоится в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Ну а у нас зима уже скоро вступит в свои права, уже полностью, скоро уже декабрь. Сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. Температура воздуха в центральных районах республики по состоянию на 6 часов утра была от минус 33 до минус 15 градусов. В заречной группе Улусов минус 37, минус 22. В южных районах от 18 до 17 градусов ниже нуля. В Вилюйской группе Улусов минус 17, минус 13. В Нижнеленских минус 31, минус 12 градусов. В западных районах республики от 20 до 14 градусов ниже нуля. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 37, минус 19 градусов. В Янских от 25 до 13 градусов мороза. На северо-западе республики минус 15, минус 12 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 28 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем снег, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 15, минус 13 градусов. Ну, как мы видим, погода пока нас все еще балует, достаточно тепло, и по республике даже нет температуры ниже 40 градусов, поэтому пользуйтесь моментом, выходите на улицу, прогуливайтесь. Ну а сейчас давайте узнаем, какие новости подготовили для нас наши коллеги из новостного блока. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В Госдуме рассмотрят идею сделать ставку по ипотеке, зависимой от зарплаты в регионе. Некоторые депутаты считают, что не совсем честно устанавливать одинаковые условия для, например, Костромской области и для Москвы. 30-35% льготных ипотек выдали в Москве, Подмосковье и еще несколько в крупных городах. В Костроме, Иванове, Курске практически нули. И это плохо, считают депутаты. Как пример приводят дальневосточную льготную ипотеку со ставкой 2%, показавшую, что учет региональных особенностей дает заметный эффект. В Якутии принят закон о предоставлении земельных участков участникам спецоперации. В Госсобрании Илтумен приняли изменения в Земельный кодекс республики. Согласно им, участникам специальной военной операции будут предоставлять земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома. Таким образом, инициатива главы Якутии Айсена Николаева поддержана народными депутатами и принята в окончательном чтении. Законом также предусмотрено, что бойцам, имеющим 3 и более детей, земельные участки планируют предоставлять без учета требований о необходимости проживания военнослужащих в течение определенного срока на территории республики. В Мирнинском автотранспортном предприятии «Алмаздортранс» строят склад. Там будут хранить запчасти и материалы. Сейчас строители отсыпают место будущего строения. После начнут сборку металлического каркаса. Склад построят к августу следующего года.
Подведены итоги двухгодичной реализации проекта, направленного на развитие соцподдержки семей с низким уровнем дохода. Проект выиграл грант на общую сумму более 14 миллионов рублей. На эти средства созданы 5 кабинетов для организации социально-психологического сопровождения семей, 12 мобильных кочевых мастерских в Арктических улусах, а также соцслужбы сопровождения с кратковременным пребыванием детей из семей, заключивших и будущих получателей соцконтрактов. По всей республике охвачено более 5000 семей. Действительно, были очень интересные практики, которые направлены на повышение финансовой грамотности как детей, так и их родителей, на привлечение навыков к труду, потому что все-таки в этом году был объявлен год труда главой республики. И именно вот эти трудовые навыки в рамках тех мероприятий, которые были реализованы в комплексе мер, сегодня были рассмотрены. И мы можем с уверенностью сказать, что мы достойно реализовали этот комплекс мер. Блюда якутской и арктической кухни в современной подаче. В Якутском технологическом техникуме сервиса провели конкурс профмастерства для студентов. Приняли участие 4 команды, в каждой по 3 человека. Студенты готовили холодную закуску из рыбы, горячее блюдо из оленины и десерт с брусникой. Жюри оценивали конкурсантов в соответствии с международными стандартами World Chefs. Это и соблюдение гигиенических норм, профессиональное приготовление, внешний вид блюда и, конечно, вкус. Это мероприятие – часть гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». В кулинарии уже более 15 лет. Сегодня приглашен в качестве эксперта на «Вкус Якутии». Юбилейный уже 10 лет он проходит у нас в Якутии. Критерий оценок очень много. Там вот у нас лист такой от формы одежды полностью до подачи блюд. И мы как независимые эксперты сейчас будет очень строго. Нужно развивать вот это все. Ребята молодые, но видно, что талантливые, очень хорошо готовят, все соблюдают все правила и критерии. На календаре 30 ноября. Сегодня отмечают Международный день защиты информации, Всемирный день защиты животных, Всемирный день слонов, День держания хвоста трубой и носа морковкой. По народному календарю в этот день чтут память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокисарийского. Традиционно в этот праздник кувыркались в свежем снегу и прославляли солнце. Существовал обряд катания колеса. Если оно катилось далеко, то зима ожидалась суровая. Если часто падало, то морозом суждено было сменяться оттепелями. Если в этот праздник погода пасмурная, то зимой будет мало солнечных дней. События в этот день. Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности. Состоялась битва при Нарве между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII. В Англии в этот день осуществлена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. В этот день состоялось Синопское морское сражение во время Крымской войны, в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала Нахимова разгромила численно превосходящую турецкую эскадру и обеспечила господство русскому флота на Черном море. В артистическом подвале «Бродячая собака» состоялось первое публичное выступление Владимира Маяковского. В Луганске выпущен первый тяжелый грузовой паровоз серии «Феликс Дзержинский». Телекомпания CBS первая в мире начала использовать видеокассеты для выпуска передач в эфир. СССР запустил АМС-Зонд-2 к Марсу. В этот день по приказу Бориса Ельцина было утверждено изображение государственного герба России – двухглавый орел на красном фоне. В этот день родились Джонатан Свифт, английский писатель и политический деятель. Оливер Фишер Винчестер, американский изобретатель и производитель стрелкового оружия. Марк Твен, американский писатель, журналист. Уинстон Черчилль, британский государственный и политический деятель, нобелевский лауреат. Виктор Драгунский, советский писатель. Вячеслав Невинный, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Светлана Жильцова, советская и российская телеведущая, диктор телевидения, заслуженная артистка РСФСР. В Якутии сегодня отмечают День хомуса.
Именины сегодня отмечают Ян, Михаил, Иван, Захар, Григорий, Геннадий, Виктория. Мы рады приветствовать, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 НВК Саха. Мы продолжаем. В последнее время стала очень актуальной проблема мошенников в сети. Как обезопасить себя и научиться бороться с кибератаками, нам расскажут в следующем сюжете. Маша заказала через интернет аксессуары для телефона. Они стоили намного дешевле, чем в магазине, что и привлекло девочку сделать заказ. После оплаты сайт ее заблокировал. Это оказались мошенники. После этого случая школьница решила, что будет бороться с мошенниками в интернете и просвещать других, чтобы не попались на их уловки. Узнала, что существует волонтерское движение «Киберволонтеры ЕКТ» и вступила в него. Киберволонтеры – это ребята с 8 по 11 класс, которые занимаются просветительской деятельностью в интернете. То есть с целью обезопасить таких же людей в сфере мошенничества, да, в сфере фейков в интернете, ну и вообще в социальных сетях, в общении с молодежью и другими людьми. Каждый киберволонтер состоит в движении первых и также зарегистрирован на Добро.ру, где у каждого есть своя волонтерская книжка, заработав которой ему зачисляются часы, определенные часы работы. Проект реализуется на базе Дворца детского творчества. Каждый год проекты меняются. Весной этого года работали с людьми старше 50 лет, а в следующем году планируется создание сообщества киберволонтеров в 3 центральных районах Якутии. Так, через волонтерское движение ребята узнают, какие существуют киберугрозы и как обеспечить безопасность в социальных сетях. За данный учебный год в рамках проекта была проведена 2-я республиканская квиз-игра «Безопасный интернет», где приняли участие свыше 1000 учащихся общеобразовательных учреждений. По итогам данной игры нами была обновлена краткосрочная общеобразовательная программа, по которой обучились 30 киберволонтеров. Нами была разработана очень насыщенная программа занятий, программа наших курсов, где ребята приходили на занятия с удовольствием. Им было очень интересно узнать что-то новое, узнать, какие существуют интернет-опасности, киберугрозы. Также мы приглашали специалистов. На данный момент дети разрабатывают методические материалы, готовят уроки, готовят мастер-классы по материалам Лиги безопасного интернета. Как говорят специалисты, порой мы сами становимся жертвой мошенников, пренебрегая простыми правилами в сети. Насколько ваш пароль аккаунта надежен? Ежегодно проводится рейтинг самых ненадежных паролей. В этом году поменялось предсказуемое слово «password», возглавлявшее антирейтинг 2022 года. Этот пароль опустился на 7-е место, уступив первую строчку последовательной комбинации чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6. Также многие люди делают один пароль на все аккаунты, что тоже чревато. Первая такая защита – это идет как раз генерация хорошего пароля. Лучше всего пароль, чтобы содержал 12 символов, состоял из цифр и символов разного регистра, то есть большие и маленькие буквы, и также спецсимволы. И всегда лучше генерировать какой-то один главный пароль, например, от почты вашей, да? А на остальные сервисы, которые небезопасны, либо вы не знаете, но хорошие они являются или нет, лучше пользоваться, вот сейчас в браузерах есть система такая, генерация паролей, автоматические подставления. Лучше, конечно, не оставлять свои аккаунты, главные, грубо говоря, открытые, не использовать какие-то для вас вещи, например, вашу фамилию как пароль, номер телефона некоторые тоже используют как пароль. Лучше от этих вещей тоже как бы не делать это так. Таким образом, несложными действиями можно придумать надежный пароль, который будет защищать ваши персональные данные, документы, деньги, а самое главное – время и нервы. Аэлита Стручкова, Павел Пахомов, Якутск. И продолжая тему мошенников в сети, мы бы хотели узнать мнение представителя МВД. У нас в гостях заместитель начальника отдела управления уголовного розыска по Республике Саха-Якутия, майор полиции Винокуров Алгис Иннокентьевич. Доброе утро. Здравствуйте. Какие из преступлений, совершаемых с использованием информационных, коммуникационных технологий, наиболее распространены именно вот в нашей республике? Ну, это достаточно широкая категория преступлений различной квалификации, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Но, как правило, это чаще всего телефонное мошенничество,
то есть квалифицируем как мошенничество и кража. Как можно уберечь себя от подобных способов совершения мошенничества? Ну, основные 3 способа, распространенных в нашей республике совершения дистанционных мошенничеств. Это первое — скам, второе — фишинг и третье — мошенничество под предлогом инвестирования. Первое, значит, скам, оно так и переводится с английского как мошенничество. И в основном скам-тимы, скамеры, так называемые, также известные нам как колл-центры, они в основном, это жителям нашей республики поступают звонки, как правило, представляются работниками банковских организаций, сотрудниками могут представляться правоохранительных органов, работниками медицинских учреждений, могут представляться чиновниками различного уровня, также могут представляться вашими дальними родственниками и так далее. И методами социальной инженерии, оказывая на вас психологическое давление, они убеждают вас совершить те или иные банковские операции, либо же передать им данные вашей банковской карты, коды и пароли из СМС, коды доступа к интернет-банкингу. Как уберечь себя от такого проявления мошенничества? Нужно знать, что если к вам поступает звонок из банка, нужно просто прервать разговор. Не ведите беседы с мошенниками. Все банковские операции вы можете совершить непосредственно в офисе банка. То есть, если вы сомневаетесь, обратитесь непосредственно к специалисту в офисе банка. Крупные суммы денег необходимо хранить на вкладах и счетах, не привязанных к системам интернет-банкинга. Это позволит обезопасить ваши крупные суммы денег от хищения, даже в том случае, если мошенникам удастся получить доступ к системе интернет-банкинга. Ну и второй вид, наиболее распространенный в нашей республике, это фишинг. Фишинг, он переводится как рыбалка. И уловками мошенников в данном случае являются фишинговые ссылки, то есть ссылки, переходя по которым вы передаете им свои банковские данные, данные вашей банковской карты. Либо же на ваш смартфон может быть установлено вредоносное программное обеспечение по удаленному управлению вашим смартфоном. Используя уязвимости вашего смартфона, может быть установлены такие программы, как правило, как Rustdesk, TeamViewer и так далее. Также в ходе беседы на интернет-площадках по купле-продаже товаров и услуг и в известных маркетплейсах продавец, мошенник, может перевести беседу в мессенджер и в последующем в мессенджере направить вам ссылку, переходя по которой вам будет предложено ввести данные вашей банковской карты для якобы получения предоплаты за ваш товар, либо же направления предоплаты за предлагаемый вам товар. Ну и третий способ совершения мошенничества, наиболее распространенный в нашей республике, это мошенничество, совершаемое под предлогом инвестирования. Тема инвестирования действительно в настоящее время очень широко стала распространена среди жителей нашей республики. Многие вовлечены в такие процессы, да, инвестирования. Мошенники отслеживают интересы жителей и, соответственно, придумывают новые способы совершения мошенничества. Как правило, в социальных сетях либо в мессенджерах мошенники предлагают инвестировать в различные новые продукты инвестиционные, либо же предлагают вам инвестировать в крупные корпорации, которые якобы выпускают закрытый круг акций, доступ к которым имеется только у них. Либо же наиболее часто сейчас встречается это инвестирование в криптовалюты. Но на самом деле, переводя деньги непроверенным контрагентам, мошенникам, люди теряют свои деньги. И, как правило, такие деньги не направляются на покупку активов. Что следует отметить? Как жителям республики обезопасить себя от таких видов, как мошенничество, использование под предлогом инвестирования? Ну, первое, это значит в отношении того лица, которому вы пытаетесь направить деньги,
брокера. Необходимо проверять контрагента в соответствии с федеральным законом о рынке ценных бумаг. Брокеры в обязательном порядке должны получать лицензии. Лицензию надо проверять у брокера на сайте Центрального банка Российской Федерации. Второе, значит, никогда не инвестируйте кредитные и заемные средства. Не занимайте деньги для инвестирования, так как инвестирование всегда связано с риском потери денег. Ну и третье, это, конечно же, не используйте в качестве предмета инвестирования, так больше как рекомендация, такие высокорисковые активы, как криптовалюты, фьючерсы, бинарные опционы. Алгис Иннокентьевич, огромное спасибо вам за очень обширную информацию. Я думаю, что для наших зрителей это будет полезно. Будьте очень осторожны, аккуратны. Ну а вам успехов в работе. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, дорогие друзья, ну а в продолжении этой темы, перед тем, как разыграть 2 билета в кино, хотелось бы посоветовать посмотреть фильм «Мошенники». Это производство Казахстан. Достаточно интересное кино. Ну а сейчас мы разыграем 2 билета в кинотеатр «Центральный». И для этого вам нужно будет ответить всего лишь на один вопрос прямо сейчас в телеграм-канале. Он уже размещен. Вопрос в целом, может быть, и не слишком сложный. Какой император умел играть на хомусе? Какой император умел играть на хомусе? Ваши ответы мы ждем в телеграм-канале. И сегодня в течение этого эфира мы определим победителя, кто самым первым, соответственно, и даст правильный ответ. Ну а по поверью народов севера вибрации хомуса очищают, пробуждают внутреннюю силу, наполняют энергией, защищают от злых духов и восстанавливают баланс 3 начал – Ускут. Современные исполнители также верят в силу этого магического инструмента и не раз в этом убеждались сами. Волшебством якутского хомуса прониклась и наша съемочная группа, встретившись с хомусистом-виртуозом Юлианой Кривошапкиной. Этот старинный хомус достался Юлиане от бабушки, поэтому очень бережет и именно через него ощущает силу и поддержку своего рода. Когда мне 7 лет стало, вот моя мама подарила бабушкин хомус. К сожалению, я ее живьем не достала, вот, но ее хомус у меня со мной всегда, и это мой оберег. Считается, что хомус, изготовленный хорошим мастером, имеет особенную силу. Ведь не зря у якутского народа кузнецы считались даже выше шамана. Есть много инструментов, и многие сделаны машинально на станке. И они могут давать хорошие звуки. Но повторить звучание якутского хомуса не получится ни у кого. У хомуса есть душа, переданная мастером. И то, что у хомуса есть душа, Юлиана показала нам прямо во время съемок сюжета. На видео, которое сняла ее ученица, видно, как она утверждает, что душа хомуса покидает его, когда инструмент случайно ломается. Душа улетела. Ага. Но если кто-то может усомниться и считать, что это видеомонтаж или увеличенная пылинка, то с тем фактом, что игра на хомусе благотворно влияет на здоровье человека, особо не поспоришь. Играть на хомусе очень полезно для здоровья. Почему? Потому что тут дышим диафрагмой через живот. Это природное дыхание. И на языке всех наших внутренних органов нервы, окончание, да-да-да, вот здесь, вот на языке. И когда мы заставляем работать язык много, то язык уже просыпается, пробуждается все тело. Поэтому я стараюсь всех обучать. А ученики у Юлианы не только в Якутии. Научиться извлекать звуки хомуса стремятся люди со всего мира. Ученица из Германии уже довольно хорошо играет на якутском хомусе и сама преподает своим землякам. Якутский хомус для меня это как природа. В принципе, это не музыка, это есть мистика. Я всегда работала с бубеном, с голосом, но что-то вот
такое глубокое, мистического мне не хватало. О том, что якутский хомус способен возвращать человека к истокам, почувствовать связь с природой, отмечают многие. И виртуоз Юлиана Кривошапкина, и другие наши прославленные исполнители, выступая на разных площадках мира, каждый раз убеждают, что этот маленький инструмент, помещающийся в ладошку, поистине волшебный. Туяра Филиппова, Павел Пахомов, Якутск. И в продолжении темы рад представить вам нашу гостью. Это Надежда Варламова, хомусист-импровизатор. Надежда является отличником культуры республики, членом Международного общества Варгана, а также преподавателем Якутского музыкального колледжа. Доброе утро. Доброе утро. Надежда, сегодня хомус является посредником сотрудничества, совместного творчества с народами других стран. Можете об этом немного рассказать, о вашем опыте? Конечно. И, знаете, вот нашему отделению исполнилось 30 лет, фольклорному отделению, и также 30 лет исполнилось музею Центра хомуса народов мира, который является единственным государственным учреждением, которое занимается пропагандой и исследованием игры на хомусе, на варгане. И в прошлом году состоялся большой конкурс международного уровня для хомусистов на присвоение звания «Хомусист-виртуоз мира». И этот конкурс является уникальным, поскольку он проходит только в Якутии. И было очень много участников из стран Европы, также из Азии, как Китай, Япония, Индия, Германия, Австрия, если страны Европы. И звание хомусиста-виртуоза мира получили 9 лучших музыкантов. И знаете, вот сегодня день хомуса, я вас поздравляю с этим праздником. Взаимно, да. И очень рада, что пригласили. И я бы хотела рассказать немножко про то, вот как влияет хомус на нашу жизнь. Вот хомус это является своего рода камертоном души и физического здоровья человека. Поскольку, когда мы играем на этом инструменте, он у нас оживает, и в зависимости от настроения звучит всегда по-разному. Всегда можно как-то себя успокоиться или, наоборот, какие-то свои мысли прогнать, да, которые вот удручают. Или можно, вот когда по первому даже удару звука, можно сделать вывод, как вы себя чувствуете, хорошо ли вы, скажем так, выспались. И я всем от души рекомендую научиться играть на этом замечательном инструменте и поддержать наших кузнецов, благодаря которым у нас до сих пор есть старинные технологии изготовления этого инструмента. Что касается вас, Надежда, вот когда и где случилось ваше знакомство с хомусом? Нам хомус, нашу семью подарила наша сестра Ира, и он всегда у меня был. Я просто у своей сестры Лины спросила, как на нем играют, и первый раз у меня получилось, и я очень долго могла находиться дома одна, слушала музыку. Вот магнитофонная лента у нас была очень такая, музыка хомуса, но я, к сожалению, уже у меня нет этого альбома, и я ее слушала и также сама играла для себя, и куда бы я ни ездила, например, ездила в Норвегию и брала с собой этот наш маленький, но очень важный инструмент. И мне очень повезло вот слышать игру Федоры Гоголевой. Она была другом нашей семьи, она приходила, это виртуоз, хомусист мира первого поколения, и она приходила к нам в гости к бабушке и играла на этом инструменте, и можно было видеть, как зажигается лампа, хотя она была отключена от сети. Ого, да, здорово. Вот такое волшебное. У вас есть своя коллекция хомусов, я вот даже вижу несколько здесь, вы сегодня принесли в нашу студию, вот есть один очень интересный, да, экземпляр? Да, это моя гордость и радость, потому что первый экземпляр находится в музее хомуса народов мира. Это инструмент, который воссоздали из воспоминаний Луки Турнина, который первым сыграл на хомусе в Москве в 1948 году. Это хомус с серебряными подвесками. Считается, что серебро очищает, так же, как хомус, и оберегает от злых сил. Мастер Быганов. И мой самый новый хомус
Мне его подарили буквально вчера. Это вот хамус, который изготовили школьники, учащиеся села Кебергене Абыйского района. Они его изготовили к столетию мастера-изготовителя хамуса из Абыя, первого мелодиста Абыйского района, знатока и хранителя музыкальных традиций народа Саха Прокопия Слепцова. Юн Прокопа. И у нас недавно прошел концерт «Вечер его памяти». И я очень рада, что мне его подарила Екатерина Прокопьевна, дочь Прокопия Егоровича. Такой очень необычный звук. Да. Действительно, каждый хамус играет по-разному, и, как вы отметили, действительно от настроения также зависит. Да. Ну вот, что для вас является игра на хамусе? Что для вас этот инструмент? Для меня это необходимый спутник жизни каждого человека. И я в этом солидарна вот с директором музея Центра хамусов народов мира Николаем Спиридоновичем Шишигиным, который нес эту идею, он 10 лет руководил этим центром, и я с ним полностью согласна, с его словами, и с радостью всем об этом рассказываю, что спутник жизни современного человека. Почему? Потому что мы сейчас находимся в среде информационного шума. Очень много информации, это, конечно, хорошо. Да? Просто вот струны своей души можно услышать посредством музыки, и играя вот на таком маленьком инструменте, который совсем мало места занимает в багаже, если мы куда-то уезжаем. И для него требуется очень мало места вот, в физическом плане, но в духовном он нам очень много дает. И я призываю всех, каждую семью нашей необъятной республики Саха обзавестись инструментом. Пусть он у вас звучит, пусть он вас оберегает, пусть он будет вашим другом. И приглашаем всех на концерт ко Дню хамуса в Театре оперы и балета сегодня вечером. Сегодня. Да, действительно, мы предлагаем нашим телезрителям присоединиться к этому празднику и посетить этот замечательный концерт. А в целом, где можно обучиться игре на хамусе? Или это можно как бы своими силами сделать? Можно своими силами, конечно, есть ролики в YouTube от именитых мастеров игры на хамусе. Также можно выйти на исполнителей. Многие из них продолжают школу, традиционные игры, современные игры. Поэтому я сама преподаю хамус также в Арктическом государственном институте культуры и искусства. И очень радует, что уже подготовленные дети поступают, да, студенты, как и в наш музыкальный колледж, и также в институт. И, конечно, вот можно выходить на исполнителей. Также при музее Центре хамусов народов мира проводятся курсы. И также у нас есть социальный проект, который мы ведем уже 2-й год на нашем фольклорном отделении. Каждую субботу в 12 или в 2 часа у нас проходят занятия игры на хамусе. Также исполнение кругового танца асохай, медитация под хамус. Всех приглашаем. А в целом большое количество желающих научиться играть на хамусе? И, может быть, есть какой-то определенный возраст, именно кто осознанно хочет научиться играть? На самом деле такого возраста нет. Мы наблюдали, что и в Южной Якутии есть интерес, и на Крайнем Севере, и также в других регионах нас приглашают регулярно уже. Большое им спасибо на Таймыр, в Дудинку. А насчет возраста вот есть интерес у родителей, и также вот они приобщают своих детей. И также вот мы выезжаем на мастер-классы и в детский сад, и также в школы, в интернаты, да, вот мы с радостью, конечно, и также вот школы старшего поколения. К нам тоже все приходят, все слои населения, они заворожены этой игрой, и это очень радует. Что касается профессионального исполнения, вы вот отметили, есть определенные ранги, да, категории. То есть выше это виртуоз, хамусист мира. А сколько вообще вот ступеней имеется? Ну, конечно, вот мы начинаем с новичка. Потом мы становимся хамусистом. Хамусист — это тоже звание. Ну, это не звание, это сколько вот то, что люди называют тебя хамусистом, хамусчут по-якутски, да, когда уже идет определенная ассоциация, что этот человек исполняет эту игру, что вот он уже сильный исполнитель. А потом присуждается звание хамусиста-импровизатора. Собирается комиссия, во главе основатель музея Центра хамусов народов мира Иван Егорович Алексеев, также руководство музея Центра хамуса. И также вот они рассматривают кандидатуры, пишется ходатайство, на основе которого перечисляются заслуги того исполнителя, на которого оно составлено. Заслуги, они просветительского качества, также нужно занимать места на конкурсах игры на хамусе. И также, конечно, поощряется, когда у человека уже есть коллектив.
свой коллектив, какие-то вот свои творческие проекты, также взаимодействие с другими музыкантами, это очень всегда поощряется. Надежда, еще раз поздравляю вас с праздником всех, кто любит, ценит этот замечательный инструмент. Также сегодня приглашаем 18:00. Да, 18:00. Ну, праздник начинается в 16:30, там будет выставка, очень интересный концерт наших студентов. И в 6 часов на главной сцене театра оперы и балета состоится большой торжественный концерт. Спасибо. Еще раз поздравляем, дорогие друзья. Ну а в продолжении наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». И мы хотим познакомить вас с 3 детьми. Это старший брат Кирилл и 2 сестренки Сардана и Марианна. Дети находятся в одном из учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. И очень хотят обрести семью. Познакомьтесь, сестры и брат. Кириллу 12 лет, Сардане 9 и младшей Марианне 7. Я рисую и еще играю на улице. И еще я в зале там стрельбу занимаюсь. И еще 2 мои младших сестры я защищаю и еще ухаживаю. Дети с удовольствием играют втроем в настольные игры. Сестренки являются заводилами, проявляя лидерские качества. Они веселые и позитивные. Я люблю рисовать и петь, танцевать. Я учусь в 3 классе. Я люблю рисовать, танцевать, петь. Я хожу в кружок сылык. Это кружок рукоделия. Здесь Сардана и Марианна учатся шить, вышивать, плести конский волос, делать поделки из бисера. И у них уже есть первые изделия, сделанные своими руками. Они смышленые девочки и быстро усваивают то, чему их учат. Когда я вырасту, я буду стюардессой. А кем ты мечтаешь стать? Певицей. Үрүң өнне хөрмәтче, сибәккигә алырда. Шәкәтөккә дебити, мигин күтәр үрмәтче. Үрмәтче, үрмәтче, сибәкиттән сибәккигә. А еще Сардана и Марианна учатся играть на музыкальных инструментах. Кирилл, Сардана и Марианна хотят обрести семью. А сейчас, друзья, самое время передать слово нашим коллегам из новостного блока. Якутия, доброе утро. Далее смотрите блок новостей. В России утверждены новые правила выплаты страховых компенсаций в случае гибели добровольца, его ранения или приобретения им статуса инвалида. Согласно документу, при наступлении страхового случая добровольцу или его родственникам необходимо представить в военкомат или воинскую часть соответствующее заявление. Так, в случае смерти выплатят более 3 миллионов 100 тысяч рублей. В случае установления первой группы инвалидности более 2 миллионов 300 тысяч рублей. За вторую группу инвалидности положено более 1,5 миллиона. За 3-ю группу 780 тысяч рублей. При получении тяжелого увечья выплатят 313 тысяч. В случае легкого увечья около 78 тысяч рублей.
В следующем году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» направят 43 миллиарда рублей из федерального бюджета. Нацпроект действует с 2020 года. В целом на его финансирование ушло почти 150 миллиардов рублей из федерального бюджета и около 65 миллиардов из бюджетов регионов. Вопросы развития туризма и регионов имеют ключевое значение для Минэкономразвития, сказал замглавы министерства Алексей Херсонцев. Он подчеркнул, что туризм оказывает существенное влияние на сопутствующие отрасли – гостиничный бизнес, строительство, транспорт, общественное питание. Производители стройматериалов готовятся к заселению в новое производственное здание. Объект откроют в декабре на инвестплощадке «Капитоновка», территории опережающего развития Якутии. Общая площадь объекта 1600 квадратных метров. Это 6 благоустроенных помещений. Они предназначены для размещения начинающих предпринимателей, которые будут сдаваться в аренду по льготной ставке. В месяц аренда промышленных помещений будет стоить 152 рубля за квадрат. Для чистых производств 178 рублей. Для работы в новом здании уже есть потенциальные арендаторы. Например, компания «Экосип» планирует наладить производство СИП-панелей и создаст 7 рабочих мест. Всего в объект будет заселено 6 производственных компаний. Каждое помещение имеет мощность до 100 киловатт электроэнергии, плюс горячее холодное водоснабжение. И имеется сразу бытовое помещение для работников. Представители малого и среднего бизнеса, допустим, купили оборудование и зашли, сразу с оборудованием установили и уже начали производство. И получается, у нас это бизнес-инкубатор, то есть здесь они начинают и могут уже через некоторое время взять земельный участок и на нем уже построить свой собственный завод. Принцип такой этих зданий. Как оплатить налоговые ставки начинающим предпринимателям? Это одна из тем, которая вошла в программу обучающего курса для отцов. Они являются участниками проекта «Папа-предприниматель». Благодаря проекту отцы имеют возможность получить грант в сумме 100 тысяч рублей. Во время курса они должны написать бизнес-проекты и представить их перед членами жюри. Обучающая программа интенсивна. Это тренинги и встречи с успешными предпринимателями и специалистами из других сфер. Хочется подчеркнуть, что «Папа-предприниматель» впервые был проведен у нас здесь, в регионе Республики Саха-Якутия. Да? Этот проект был проведен впервые в 2021 году, и другие регионы, увидев, что этот проект в принципе является, скажем так, популярным, да, среди папа-предпринимателей, они у себя в других регионах тоже решили проводить подобные проекты. Поэтому мы думаем, что этот проект в принципе станет ежегодным, и сумма гранта, очень надеемся, что она будет увеличиваться. Грант у нас присуждается от Фонда развития предпринимательства. Фильмы «Джулур», «Мосрестлинг» и «Рядовой Черен» вышли в финал всероссийской престижной премии фестиваля «Герои большой страны». Организаторы отобрали 41 проект игрового и документального кино из 569 заявок. В число финалистов вошли такие популярные картины, как «Чебурашка», «Вызов», «Нюрнберг», «Запалыча», «Фиксики», «Баба-Яга спасает мир» и другие киноленты. Победителей объявят 8 декабря в Екатеринбурге. Гран-при «Большую золотую звезду» получит лучший кинопроект премии. Жюри также выберет лучших в более чем 10 номинациях. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Но сейчас подошло время подвести итоги розыгрыша. Мы определяем победителя, которому достанутся 2 билета в кинотеатр «Центральный». И вопрос был следующим. Какой император умел играть на хамусе? Правильный ответ первым дала наша подписчица Александра. Мы ее поздравляем. Обязательно с ней свяжемся. И правильный ответ — это Петр I. Друзья, мы очень часто проводим подобные акции в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Ну а чтобы смотреть, была возможность смотреть фильмы, в том числе и на чистом английском языке без перевода, то для вас следующий сюжет. Это английский за 10 дней. Под таким названием в Якутске с декабря стартуют курсы для тех, кто хочет выучить английский язык абсолютного нуля. Подробнее давайте посмотрим в нашем следующем материале. Значит, смотрите, я читаю, как будет? Просто I read. А как сказать
Я сейчас дословно будет читающая. Как будет читающая? Reading. Берем сюда reading. Сегодня третье занятие у группы, которая с нуля решила выучить английский язык. Группа, заметьте, разновозрастная. И, как они отмечают, самая младшая в группе Джулия подхватывает все на лету. Я занимаюсь английским, и мне очень нравится этот язык. Я знаю некоторые слова, и знаю уже времена, это месяцев. Do, did, will. И я выучила некоторые слова. Drink, drank, drank. Swear, swore, sworn. Те, то, torn. Бывает, что даже помогает своим одногруппникам вспомнить то или иное слово. И все это благодаря методике Бараталиева, где за короткий срок можно выучить английский язык даже с нуля. Людям кажется, да, что английский язык, он такой сложный, потому что его все время учат в институте, в школе, на курсах по жизни научат, как бы, и никто не может освоить. Да? И кажется, что английский язык сложный. А вообще это всего 14 правил. Да? Если уже понять структуру грамматики, если уже выучить словарный запас и немного практики, то есть как бы уже человек заговорит. На наших курсах мы именно структуризировали грамматику. Вот у каждого языка есть структура. И мы английский тоже структуризировали. То есть уже даже придя на первое пробное занятие, вы сможете освоить предлоги, вы сможете освоить, потому что вы их поймете. Вообще разницу, да, допустим, в чем разница между on и at, в чем разница между in и at, да, то есть такие нюансы поймете. Вы научитесь правильно задавать вопросы. Курсы проходят с применением различных методов и приемов, поэтому они интересны как детям, так и взрослым. У меня с 4 класса по 8 был французский, с 8 по 10 был английский не какой-то вот. И вообще в голове каша была. И вот первая методика, которая мне подошла и которая, в принципе, принятие понятия языка чужого пришла, это вот методика Бараталиевых. И в целом, как бы, вся подача мне понравилась в том плане, что тут не только языки учишь, тут проходишь коммуникации, проходишь как бы барьеры какие-то психологические свои, да. Поэтому я решил для себя пойти. И на данном этапе, допустим, если я имел только школьную базу, и то не очень хорошую, да, то сейчас, конечно, с помощью, как бы, скажем, словаря, педагога, что-то уже получается. Курс проходит очень интенсивно, весело. Там есть игры, различные упражнения для того, чтобы развивать память. Наша методика очень хорошо, кстати, помогает именно развивать память, включать ум, концентрацию и внимание. Набор на эти курсы стартует уже с 1 декабря в Центре развития человека «Энергия». Мы всех вас приглашаем на пробное бесплатное занятие, которое состоится у нас на Жиркова 2Б. И уже на первом пробном занятии вы сможете освоить навыки английского языка, разговорные навыки английского языка, вы поймете структуру грамматики, вы поймете, почему вообще происходит искажение при переводе. И это всего будет за 2 часа. Инвестируйте эти 2 часа в свое развитие. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Бриллианты. Бренд Якутии, известный во всем мире. 2 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» проводится грандиозное мероприятие «Бриллиантовый бал». Об этом нам поподробнее расскажет наша гостья в студии, председатель Ассоциации ювелиры Арктики и директор ювелирного дома Керге Галина Николаевна Павлова. Доброе утро. Доброе утро. Галина Николаевна, расскажите о мероприятии, которое будет проводиться 2 декабря в Бриллиантовом цирке республики. Да, состоится бриллиантовый бал 2 декабря в Бриллиантовом цирке. И это будет грандиозное мероприятие, это будет праздник энергии, роскоши и всего самого хорошего. И вообще бриллиантовый бал, он предназначен для привлечения туристов. Когда вот спрашивают обычно, что у вас про Якутию, что вы знаете? Про холод, да, ассоциация идет холод
и бриллианты. Раньше, если мы проводили этот бриллиантовый бал в сентябре месяце, то в этом году мы впервые проводим его в рамках мероприятия «Зима начинается с Якутии». И это, конечно, будет очень интересно, что и приезжают к нам гости из Казахстана, приезжают гости из Бразилии, с Монголии. Будет очень много гостей, и я думаю, что мы постараемся, чтобы это мероприятие было очень интересным. Ну, действительно, сам по себе фестиваль «Зима начинается с Якутии», он также направлен на то, чтобы привлекать туристов, чтобы рассказать о нашей республике. Действительно, то, что проводится в рамках «Бриллиантовый бал», в рамках этого фестиваля, я думаю, это очень хороший знак. Да, вообще для республики очень важно развитие туризма, для того, чтобы к нам приезжали гости, и, естественно, это будет и развитие для местных наших производителей. Ну, вы отметили, что примут участие гости с разных стран, да, достаточно известные люди. Можете ли раскрыть секрет, кто будет? Специальными гостями нашего бала будет продюсер голливудского актера Дженни Допа Нелли Холмс и еще Максим Арбугаев. Они с сестрой были в этом году номинантами Оскара, и я думаю, что это будет интересно. И в этом году мы вручаем впервые вот такого якутского Оскара, который Якутсгоу и Керге разработали такой вот дизайн, и будет вручение этого. Называется он Кюнкихите. Мы не стали его называть якутским Оскаром, а назвали его Кюнкихите, Человек Солнца. То есть это сам по себе дизайн, а примерно размер какой будет? То есть это как статуэтка? Да, как статуэтка, примерно такого размера будет. И будет вручаться впервые, но я думаю, что это будет традиционно, потому что у нас те, кто прославляет нашу Якутию, имидж нашей республики по всему миру, мы будем вручать такие премии ежегодно. Хочется, чтобы это стало традиционным. А что включает в себя программа, сама программа «Бриллиантового бала»? Что будет ждать гостей? Ну, «Бриллиантовый бал», там, конечно, будет красная дорожка, барабаны. В программе у нас, я, конечно, все раскрывать не буду, это будет презентация театральная нашего костюма такого, «Дёлтага», «Камень счастья». Это алмазный бренд Якутии будет. Это дизайн Августины Филипповой. Здесь вот как раз нижняя часть юбки. Это нижний мир, где добываются наши полезные ископаемые. Это серединный мир, а это верхний мир. Замечательно. Тоже очень красивый костюм. Но Августина Филиппова — это, можно сказать, мэтр, да? Да, в этом году ей исполняется 75 лет, и у нас будет театрализованное представление. Именно «Зима начинается в Якутии». Будут не только эти костюмы, конечно, будут другие. Будет парад ювелирных брендов Якутии, дефиле, гастрономическое шоу будет. Я думаю, программа у нас очень интересная. У нас и кроме этого много других сюрпризов. Будет разыгрываться алмаз Дёлтага. Вообще, по преданиям нашей народ Саха верили, что, найдя камень счастья, вот Дёлтага, тогда человек приобретает уже благополучие, счастье. И вот этот камень у нас будет разыгрываться на балу 11 карат 59. Это почти 12 карат. Почти, 11,5 карат. 11,5 карат. Супер. Как можно попасть на бал? На бал, конечно, очень просто. Можно попасть из дома, с работы, можно по программе «Афиша Якутии» и программа «Мост». Через это электронные билеты у нас. Замечательно. Ну, мы желаем успешного проведения бриллиантового бала. А вообще это проводится, вы отметили, что не в первый раз. Я вижу, у вас еще с собой есть достаточно интересная книга. Можете поподробнее рассказать об этом? Да, последний раз бриллиантовый бал проводился в 2018 году. Уже сколько лет не проводилось, всякие у нас пандемии и прочее.
В этом году вот будет впервые в рамках мероприятия «Зима начинается в Якутии». А до этого проводил ИПЛ, проводил ВайДиСи, проводила Керге. Вот такой вот. Ну, это, можно сказать, уже такая летопись истории. Действительно, бриллианты, алмазы всегда ассоциируются с нашей замечательной республикой. Да. Но большое спасибо, Галина Николаевна, вам за то, что вы рассказали нам про такое замечательное событие, которое ждет якутян. Но мы желаем вам успехов, всего самого наилучшего. Спасибо. Мы ждем вас на бриллиантовом балу. Билеты вот в приложении «Мост». Да, в приложении «Мост» и афиша от 800 до 2000. Спасибо большое. Друзья, ну а сейчас, я думаю, самое время повторить и узнать, какая же у нас погода за окном. Сегодня по состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была минус 33, минус 15 градусов. В заречной группе Улусов минус 37, минус 22. В южных минус 18, 17. В Вилюйской группе Улусов от 17 до 13 градусов мороза. В Нижнеленских минус 31, минус 12. В западных минус 20, минус 14. В Колымо-Индигирской группе Улусов от 37 до 19 градусов мороза. В Янских минус 25, минус 13. На северо-западе республики минус 15, минус 12. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 28 градусов. Сегодня днем ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха минус 15-13 градусов. Дорогие друзья, ну мы желаем вам отличного настроения, хорошего дня и увидимся завтра на каналах Якутия 24 и НВК Саха.